Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня 13-й урок. Тема сегодняшнего урока аль-идгам. Переводится ассимиляция. Почему это правило названо ассимиляция, мы объясним чуть позже. Правило идгам. Если после нун сакина это нун с сукуном. Если после нун сакина или танвина, танвин у нас ан, ин, ун, следует одна из этих 6 букв. То есть, если после нун сакина или танвина следует одна из этих 6 букв, я, ра, мим, лям, вау, нун, то нун сакин или танвин не произносится, то есть не читается, а последующая буква удваивается. Вот эти 6 букв нужно запомнить. Я, ра, мим, лям, вау, нун. Или же можно запомнить слово ярмулюна. Или же ярмалюна, ярмилюна. То есть это слово ярмулюна включает 6 букв. Я, ра, мим, лям, вау, нун. Вот, например, слово ман, потом я'маль. То есть два слова. Ман, я'маль. Здесь у нас стоит нун сакина, то есть нун с сукуном. Хотя нун стоит пустой, потому что в мусхафе нун бывает пустым. Но пустая буква считается сукунированной буквой, то есть буква сукуна. Поэтому сказали нун сакина. Например, ман я'маль. То есть после нуна у нас следует буква я. Значит, нун не читаем. Сразу же переходим на я и удваиваем. Здесь у нас 3 шага. Сначала мы переходим на букву я. Май. Потом удерживаем эту букву на 2 секунды. Май. Потом третий шаг. Читаем с этой же буквы дальше. Я'маль. То есть май я'маль. И это правило идгам делится на 2 вида. С гунной и безгунной. Гунна переводится назализация. Назализация – это звук, уходящий из носа. То есть как вибрация. Например, май, май. То есть половина звука уходит из носа. Май. Если после нунсакина или танвина следует буква я, мим, нун, вау, то есть любая из этих 4 букв, я, мим, нун, вау, то удвоение будет с назализацией. Например, май я'маль, май я'маль. То есть 3 шага. Переходим на букву я, удерживаем с назализацией на 2 секунды, потом читаем с этой же буквой. Май я'маль. И также пример с танвином. Например, хайран ярах. С хайран мы в конце слышим звук «на». Это вторая черточка танвина. Мы ее убираем, не читаем, сразу же переходим на «я». Хайрай. И также хайрай ярах. Читаем с назализацией. Хайрай ярах. Мы сказали, если после нун сакин или танвина следует одна из этих 4 букв, я, мим, нун, вау, то удвоение будет с назализацией, то есть с лунной. А если лям, ра, то удвоение будет без назализации, например. Маллям, маллям. Просто удвоение. Или якулляху. Заново прочитаем все примеры. Отсюда. Май я'маль. Почему с назализацией? Потому что идет я. Потом миуалин. Или же остановкой миуаль. Потом мин ни'ма. Мин ни'ма. Потом мим масада. Мим масада. Потом خيرا يره خير من حبا ونباتا يومئذ ناعمة. Это примеры, где мы удваиваем с назализацией. Здесь уже без назализации. Маллям якулляху мир рахиqa.
الرآه ليستنوينا همزة اللمزة غفور رحيم ويل لكل شيطان رجيم. То есть, в общем, всего у нас 6 букв. Я, Ра, Мим, Лям, Вау, Нун. Из них 4 буквы Я, Мим, Нун, Вау удваиваются с гунной, с назализацией. Остальные 2 буквы Лям и Ра удваиваются без назализации. И сейчас мы прочитаем суру из Корана. Это сура Аль-Гашия. Суратуль Гашия. Бисмиллахир Рахманир Рахим. هل أتاك حديث الغاشية. Все правила в этом аяте мы прошли уже. Дальше второй аят. وجوه يومئذ خاشعة. Здесь слово وجوه танвин. После танвина следует буква Я. Я исправила идгам из 6 букв Ярмулюна. Поэтому мы сразу же переходим на Я. Не читаем звук Н из танвина. Сразу же переходим на Я. Вуджухуи. И мы сказали, у нас 3 шага. Сначала переходим на букву, потом удерживаем ее, потом читаем с этой же буквы. Вуджухуи яумаизин. И также Я мы удваиваем с гунной, с назализацией. Мы сказали, если после нуна или танвина следует одна из 4 букв Я, Мим, Нун, Вау, то удвоение будет с гунной, с назализацией. А если Лям, Ра, то без гунны, без назализации. Яума изин. Здесь тоже идет танвин, но здесь уже нету букв Ярмулюна. То есть Я, Ра, Мим, Лям, Вау, Нун. Поэтому здесь уже другое правило. Это мы пройдем в следующем. И третий аят. عاملة ناصبة. Амилятун. Сразу же переходим на букву Нун. То есть звук Н с танвина не читаем, последующий Нун удваиваем через нос, то есть через назализацию. Амилятун насиба. Букву Сад мы произносим твердо, через И, потому что Сад, Дот, Та, За. Вместо И произносим И. Насиба. Потом تصلى نارا حامية. Здесь тоже пока нет правила. Дальнейшее пройдем. Потом تسقى من عين آنية. Здесь тоже нету. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Здесь, как вы слышали, здесь мы удлинили нун. Это правило мы тоже дальнейшее пройдем сначала. И здесь у нас стоит удвоение, лейса. Но здесь удваивать не нужно, потому что он стоит в начале. В начале мы не удваиваем. Потому что удвоение – это 2 буквы. Даже первая – это буква с сукуном, а вторая – это агационная буква. А в арабском языке с сукуном нельзя начинать, поэтому просто лейса. Лейса. Дальше. لا يسمن ولا يغني من جوع. Это правило мы дальнейшее пойдем. И здесь в 8 аяте уже встречается правило идлам. وجوه يومئذ ناعمة. Вот здесь وجوه переходит на букву Я, потому что после танвина следует одна из букв идлама. И здесь также يومئذ ناعمة. 9 аят. لسعيها راضية في جنة عالية.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. И 13 آيات встречается правило إدغام. فيها سرر مرفوعة. Вот здесь на сурурун, но после танвина идет буква мим, поэтому сразу же переходим на букву мим. Сурурум марфу'ah. И также в 13 аяте. Ва аквабум мауду'ah. Также переходим на мим. Ва намарику масфуфah. Ва зарабию мабthуthah. И здесь мы завершим 13 урок. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.